приходом к власти Гитлера в 1933 году уже в это время началось преследование евреев и продолжалось в течение очень долгого периода до 1945 года. Катастрофа европейского еврейства, преследование и массовое уничтожение нации на оккупированных территориях Третьего рейха – один из самых известных примеров геноцида 20 века. Жертвами Холокоста стали 6 миллионов человек. Лекция в Национальной библиотеке затрагивает самые важные события трагедии. С 1933 года еврейских детей планомерно изживают из немецких школ. На уроках нацистской идеологии ученики евреев подвергались унижениям и травле. Евреи – наш самый главный враг. Будьте бдительны с евреями. Такие надписи появлялись на досках во время учебных занятий. Придя к власти, Гитлер поставил себе цель уничтожить всех евреев. Но стоит напомнить, что под горячую руку попались поляки, цыгане, советские военнопленные и сами же арийцы, не подходящие под определение идеальной нации. Но все же больше всех пострадали от диктатуры рейха евреи. Для их рабского труда, изоляции, наказания и уничтожения было создано около 7 тысяч лагерей. Самый страшный из них находился в Польше – концлагерь Освенцим. В нем было сосредоточено наибольшее количество евреев со всей Европы. Именно для этого он был предназначен. В Освенцим было депортировано 1,3 миллиона человек. В нем погибло свыше 1 миллиона евреев, 75 тысяч поляков, свыше 200 тысяч цыган, 15 тысяч советских военнопленных, 10 тысяч представителей других национальностей. Международный день памяти жертв Холокоста ежегодно отмечают 27 января. Именно в этот день в 1945 году советские солдаты освободили узников Освенцима. В этот трагический день в мире поминают убитых евреев и отдавших свои жизни солдат, что боролись против нацизма. Для многих студентов сегодняшняя лекция стала показательным историческим уроком. Мне кажется, всякое убийство не должно быть. Неважно, какая нация, важен какой-то человек. Это уже второе мероприятие, которое организует Национальная библиотека Ингушетии в рамках недели памяти жертв Холокоста. Наше мероприятие сегодня просветительское, и мы специально позвали студентов колледжа, чтобы показать этимологию зла. Вот как зло зарождается, как оно развивается и к каким результатам оно приходит. То есть мы призываем нашу молодежь изучать историю и усваивать ее уроки, чтобы в дальнейшем строить будущее. Мы народ, который подвергся депортации и угнетениям тоже, и многим лишениям и потерям. И нам, в общем-то, очень созвучна эта тема, потому что мы тоже страдали очень много в своей истории. Также здесь открыли фотодокументальную и книжную выставку. О тех трагических страницах истории написано немало книг, сняты документальные и художественные фильмы. Самые трагические и популярные картины сотрудники Нацбиблиотеки также затронули в беседе со студентами. Адам Гулоев, Адам Далаков, Джамал Султыгов, Новости 24.